Первый праздник, весеннее торжество для татар, связано с ледоходом. Называется этот праздник Бас-Азату – проводы льда. Он символизирует пробуждение природы, окончание зимы и весеннее обновление окружающего мира. Все окрестные жители, особенно дети, сбегались к реке наблюдать, как трескаются и плывут льдины. Но в обязательном порядке к реке спускалось и старшее поколение с песнями, закличками на быструю и теплую весну и на хороший урожай. Там түгелме, тамса язлар килеп җитә түгелме, тамшы матур язлар килеп җитә түгелме. Тәти кашык бирермен, майлы ботка бирермен. Тәти кашык базарда, майлы ботка казанда. Сикергәли ак карда, Өй түрендә, бакчада. Сыерчык канат кага, яз килгәнгә шатлана. Җим сибәм тиз кил ышып. көмеш сулар көзгесенә кара. Как только река немного освобождалась ото льда, снова начинали идти люди. Но теперь уже не просто поглазеть. Кто-то выбрасывал в реку старые вещи, считалось, что это отгонит все недуги. Кто-то мог и вовсе сам прыгнуть в ледяную воду, веря, что весенняя река укрепит здоровье. Но главной традицией считалось опустить на воду тряпичную или соломенную куклу, загадав при этом заветное желание. У каждого оно было особенным, а следовательно, и куклы были различные. Можно было сплести коня, символизирующего достаток. Молодые люди, мечтавшие о второй половине, сплетали две куклы вместе, а пары, желающие завести ребенка, опускали на воду 3 куколки. Но в основном просили, чтобы все неприятности ушли, как весенние воды, а с новой водой пришли бодрость духа, сила и красота. Праздник и сегодня объединяет татар, которые с трепетом относятся к сохранению национальных обычаев, традиций и открывает новые грани татарской культуры для представителей других народов.